Несоблюдение интервала движения, переполненность и низкие потолки корейских маршруток – основные претензии жителей Сыктывкара на транспортное обслуживание. Сегодня в общественной приемной главы Коми состоялась широкоформатная прямая линия по этой теме. Нина Чешкова тоже передвигается на автобусах и о градусе настроений знает не понаслышке. Прямая линия, здравствуйте. Телефон приемной буквально накаляется от звонков. Вопросы у горожан самые разные. Жителей заботят и изменения схем движения транспорта, и оборудование остановочных комплексов. К слову, работа по обустройству последних проводится регулярно. Первоочередные, естественно, мы смотрим такие, которые просто нуждаются, и большое скопление пассажиропотока. Еще один наболевший вопрос – открытие новых маршрутов. Автобусы нынче ходят далеко не во все районы города. Чиновники отвечают, работа по освоению новых направлений идет, но серьезным препятствием для нее могут стать дорожные условия. Разбитая дорога, например. Если дорожные условия будут способствовать тому, что можно организовать автобусное сообщение, тогда мы уже с перевозчиками обсудим данный вопрос, какой маршрут можно запустить. Если же дорожные условия не совсем хорошие, тогда пока останется на рассмотрении. Но, пожалуй, самым популярным стал вопрос о том, когда в автобусах можно будет ездить комфортно. Сейчас они чаще всего переполнены. Очень много народу толкаются, иногда с ребенком, как в аквариуме, прям. Большое скопление людей. Для беременных женщин это достаточно сложно. Особенно тесно, по словам горожан, в автобусах, идущих в Эжву. Сами перевозчики говорят, в часы пик маршрутки действительно забиты под завязку, но в остальное время они полупустые. Нет смысла гонять их порожняком. Поэтому, наверное, нет, скорее всего. Добавляться машин не будет пока. Внешний вид кондукторов тоже вызывает недовольство. По мнению пассажиров, работникам общественного транспорта не помешала бы спецовка. Пока же для самых ярких представителей этой профессии, похоже, униформой стала одежда из ряда «в чем не жалко». Но главная претензия – неуважение и хамство. А почему вы остановки не объявляете? Я объявляю остановки, я каждую остановку спрашиваю, будет ли выходить. Вы не объявляете. Вам заняться нечем? Да, нечем. Слышь, убрал нафиг, или я тебе сейчас засуну рукой, да, понял? Не надо мне указывать, как мне работать, понятно? Жалоб на работников во время прямой линии хватало. В автобусах грязно, окна замерзшие. Того и гляди, проедешь свою остановку. Чиновники и перевозчики терпеливо слушали и отвечали. И пообещали, жалобы без внимания не останутся. Нина Чешкова, Олег Костромин, Вячеслав Беспалов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.